Для того, чтобы быть толерантным, быть терпеливым, наверное, прежде всего нужно быть самим собой и смотреть на толерантность в плане, отталкиваясь от твоих умозаключениях, от твоей воспитанности, от праведности твоего мышления и праведности, наверное, твоих высказываний. Надо прежде всего, конечно же, быть самим собой в плане того, что нести, чтобы от тебя, конечно же, прежде всего шел тот позитив, шел тот толк, который будет завтра полезен для общества, полезен для тебя самого. Если мне говорить как директор музыкальной школы, как педагог прежде всего, то, конечно же, я всегда отталкиваюсь от детей, отталкиваюсь от обучения и воспитания детей. Допустим, для того, чтобы завтра все наши дети тоже были толерантными, грамотными, правильными, и чтобы наши дети тоже, это они же завтра будут строить наш Кыргызстан, завтра они будут кадрами на нашем месте. Вот, и поэтому сейчас вот мы настолько ответственны все в плане того, что как же наши дети будут строить наше государство. Какие они вырастут? Честными. Либо они или мы из них вырастим коррупционерами, либо мы вырастим наших детей только в плане того, что мне, а потом только тебе. Поэтому сейчас прежде всего то, что мы обучаем детей, допустим, в общеобразовательных школах мы учим детей, обучаем детей там, в спортшколах, обучаем детей в музыкальных школах, в художественных школах, прочих. Мы не должны забывать о том, что мы должны их еще и воспитывать. Мы должны нашим детям обязательно говорить, что такое хорошо, что такое плохо, что можно, что нельзя. Немножечко в школах мы забыли об этом, потому что нам самое главное, вот, чтобы математика пятерка была, там, по-русскому, там, английский, чтобы знал, чтобы там по физкультуре правильно эту форму не забыл, или еще. Но мы забываем детям говорить о духовных ценностях, о культурных ценностях. Мы должны воспитывать наших детей в том плане, что наша вот эта вот терпимость к тому, что сегодня можно, к тому, что завтра нельзя. И это о том, что наши дети уже сейчас, они должны различать уважение к своему сверстнику, уважение к родителям. Ученик уже, мы должны их воспитывать уважение к учителю. Посмотрите, сейчас в соцсетях сколько мы сталкиваемся с тем, что ученики издеваются над учителями, да, там мусорное ведро на голову одевают, оскорбляют, там кидаются мусором в учителя, вообще неуважение. Ученики сейчас подпольно, да, там с сотовыми телефонами снимают учителя, допустим, там, да, не в приглядной форме, говорит о безнравственности. Вот. И если мы будем правильно давать оценку того, что как ребенок должен жить, как ребенок должен уважать, как ребенок должен стараться, и мы должны прежде всего на своем примере показывать детям, как вообще надо жить в этой жизни. Мы должны на своем примере правильно разговаривать со своими коллегами. Мы должны сами показывать детям, как мы уважаем своих коллег на работе, как мы уважаем старших, как мы уступаем место. Когда к нам заходят, как мы встаем и приветствуем людей, которых мы видим. Значит, ученик завтра, он тоже, этот же ребенок, он будет видеть как. И поэтому вот такое будущее нашего Кыргызстана, оно-то зависит от того, как мы сами ведем себя дома. А будущее Кыргызстана зависит от того, как мы ведем себя на работе, как мы любим свою работу и как мы честно выполняем, допустим, да, свою работу. И тогда дети, которых мы обучаем, они это все видят, и они понимают, оказывается, надо уступить место старшему. Ой, оказывается, нельзя оскорблять старше себя. Ой, оказывается, надо поднять мусор, когда ты идешь по дороге, если ты здесь видишь мусор. Не надо ждать, что приедет какая-то фирма, там, тазалык, и она это будет убирать. Нет, ты идешь, ты подними эту бутылку, которая валяется. Ты подними это мороженое, которое кто-то выкинул. Убери. Все начинается от нас самих. И насколько мы будем терпеливо относиться к правильности воспитания наших детей, насколько мы будем
грамотными в общении с нашими детьми, настолько и будет очищаться наше общество. И очень немаловажно, насколько мы будем прививать ценности вообще и людям, и детям, конечно же, прививать ценности. Не должны стоять материальные ценности впереди нас. Не должны. У нас все равно первично это духовная наша ценность. Это доброта, это помощь, это уважение, да, вот к друг другу, уважение к другим нациям. Вот, допустим, непосредственно, если мы живем здесь, на юге, в городе Ош, да, у нас Ош очень многонациональный город, и здесь очень много живут узбекской национальности, татары, русские, корейцы. Да, мы должны уже сейчас здесь с маленьких лет детей обучать тому, что ты должен уважать его язык. Мы должны уважать татарский язык, мы должны уважать узбекский язык, мы должны уважать русский язык. А не так, это ты живешь в Кыргызстане, говори на кыргызском. Очень много в соцсетях есть такие моменты, да, такие видео тоже выставляются. Это неправильно. Это неправильно. Мы все понимаем, что мы живем, мы все любим свой Кыргызстан, мы все любим наш кыргызский язык, мы все умеем говорить на кыргызском языке. Но это не дает права заставлять. Вот этот национальный вопрос, он развивается дома, развивается в школе, когда мы видим вот в соцсетях. И поэтому у нас были... горестные, страшные события, июньские события кыргызско-узбекских отношений. Я, допустим, непосредственно сама как музыкант, но и как, конечно, патриот своей страны, своего города. Я это всегда говорю очень громко, что я на самом деле очень большой патриот своего города Ош. Вот я обожаю, люблю свой город и все делаю для своего города. К июньским событиям я написала новую песню «Османы бир». Асманы бир кыргыз менен өзбектен, дастаны бир кыргыз менен өзбектен, баш коштурат бизде достук, урмат, сый, басканы бир кыргыз менен өзбектен. Это очень такие нужные слова для нашего слушателя, чтобы мы уважали нацию всех людей. И непосредственно, конечно же, как музыкант, прославляя свою родину, допустим, я вот написала мою любимую песню «Мой Кыргызстан» на русском языке. Да, Кыргызстан, ты в стихах и поэмах воспет. Кыргызстан, процветай еще 1000 лет. Кыргызстан, пусть цветут твои маки весной. Мы всем сердцем всегда с тобой. Мы настолько должны любить свою родину, и мы должны каждый вкладывать в свою отрасль для того, чтобы наш Кыргызстан процветал. Если это банкир, то он должен заниматься тем, чтобы правильное финансирование шло. Да? Если это строитель, он должен так грамотно строить наши дома, строить здания, чтобы завтра в будущем Кыргызстане это было красиво, опорно, упорно, крепкие, чтобы это здания были. Да? Если этот рабочий, который кладет асфальт, он должен так этот асфальт положить, чтобы эти дороги наши, по которым мы едем, они на долгие годы. Если мы музыканты, то мы должны прославлять свою родину в песнях и своими песнями вызывать дух патриотизма в наших детях, в молодом поколении. Мы не должны петь только про любовь. Сүйдüm, сүйдüm, күйдüm, күйдüm, өлдüm, өлдüm. Да нет. Вспомните время Советского Союза. Ведь тогда была настолько государственная идеология, была настолько мощная. Когда мы все вырастали на советских песнях, что Родина, наша Родина, держава, наша страна, песни были про страну. А сейчас у нас немножечко чисто идеологические, патриотические песни немножечко уходят назад. Да, у нас есть на кыргызском языке, да, там песни про Кыргызстан, туда-сюда. Но мы должны еще больше, именно вот в культуре, мы должны больше немножечко акцентировать на воспитательных песнях. Будущее все-таки строим мы, сегодняшние мы, которые воспитываем наших детей. И, наверное, если у наших детей будут меняться ценности в плане того, что если сейчас у ребенка спросить, кем ты хочешь стать, да? Помните, у нас даже в соцсетях была такая вот смешная немножечко реклама, дети хотят быть депутатами. А почему? Потому что депутаты все богатые. О, а я хочу быть прокурором. Почему? О, потому что прокуроры все богаты. А такие, а я хочу быть судьей. Почему? Потому что дома идут разговоры об этом. У нас, да, мало мальчишек, которые, а я хочу быть солдатом. Хочу родину защищать. А я хочу быть летчиком, чтобы летать в небе над своей страной. А я хочу быть, допустим, там, строителем, строить красивые дома в Кыргызстане. А я хочу быть учителем. Я хочу учить. Почему не хотят быть учителем?
Потому что они видят, что учителя одни из самых нищих людей, у которых зарплата, извините меня, 5-6 тысяч сом, ну там 8-10 тысяч сом. Ну как можно прожить на 8-10 тысяч сом? А если у нее еще 2-3 детей, а если у нее еще мужа нет, а если у нее еще, допустим, там больная мать или родитель. Поэтому наши дети сейчас не мечтают стать специальностью, у которых низенная зарплата. Понимаете, они мечтают быть... Почему? Потому что депутат ездит на джипе. А почему ты хочешь быть прокурором? А потому что прокурор двухэтажные дома. Понимаете? Может быть, нам надо все-таки пересмотреть нашему руководству вообще страны, наверное, нам надо пересмотреть и заработные платы, да? Все-таки, наверное, может быть, нужно сделать уравниловку. Я не знаю, конечно. Я хотела бы сказать в том плане, что меня, допустим, уже сейчас у нас в детстве идет, у нас уже идет разделение на бедных и богатых.